Интернет давно стал неотъемлемой частью нашей жизни и мощной площадкой распространения информации. Однако с ростом популярности социальных сетей сюда перекочевала реклама. Абхазские пользователи интернета часто вынуждены сталкиваться с рекламой на грузинском языке. Наиболее распространенный формат – фотографии с описанием товаров и услуг, появляющиеся в новостной ленте. Часто всплывает и видеореклама, ведь смена кадра всегда привлекает больше внимания, чем статичная картинка. Реклама на грузинском языке появляется даже при просмотре детских мультфильмов и передач. Отключить или каким-то образом избавиться от вредного навязчивого объявления невозможно. Тут вопрос в том, откуда родом социальная сеть. Если она не российского происхождения, то нам контролировать, то есть взаимодействовать с нашими российскими коллегами с просьбой ограничить либо ликвидировать этот контент, это очень сложно. То есть с нами никто не будет разговаривать, ни Facebook, ни другие какие-то международные известные социальные сети. Поэтому что делают рекламодатели, в частности грузинские? Они, безусловно, определяют целевую аудиторию. И поскольку общеизвестно, почему мы для них представляем интерес, они, соответственно, проецируют свою рекламу в тех сетях, которыми мы пользуемся с вами. Единственное, что пользователь может сделать самостоятельно – скрыть такую рекламу или отметить ее нежелательный контент, что со временем снизит ее количество. Более эффективным техническим решением проблемы может стать установка VPN-сервиса на компьютер. Возможность отдельного пользователя включать на своем устройстве VPN, так называемые, позволит избежать рекламы. Мы можем указать любую страну в качестве сервера, через который будет идти VPN. Если укажем Россию, то будет нам российская реклама выходить. Если Францию укажем, будет французская реклама выходить и так далее. Это возможно, но, конечно, сервера VPN во многом замедляют работу самого провайдера интернета для пользователя. Потому многие, конечно, отказываются от такой системы. К сожалению, решить эту проблему на глобальном уровне пока не представляется возможным, ведь Абхазия не признана большинством стран мира и не может вступать в правовые отношения с гигантами IT-индустрии. Однако сократить и минимизировать грузинский контент в абхазском интернете может помочь создание в республике единого центра коммутации, который будет управлять всеми операторами связи. У нас очень много провайдеров. Практически бесконтрольно покупается интернет, трафик, и загоняется. То есть все сегодня в разных объемах предлагают интернет нашим пользователям, пользователям Абхазии. И у каждого, соответственно, свой переход через государственную границу. Поскольку, покуда государство не контролирует эти потоки, то и, соответственно, нет технической возможности блокировать или минимизировать объемы такого рода рекламы. И если они все будут зациклены на едином центре коммутации, тогда будет проще контролировать такие процессы. Опять-таки, это не глобальное решение вопроса, то есть абсолютно избежать этого будет невозможно. Реклама – лишь одна сторона информационной политики Грузии в отношении Абхазии. Наши восточные соседи давно ведут с нами жесточайшую интернет-войну. Фейковые новости, статьи-вбросы, анонимные грузинские пользователи в группах, бот-аккаунты, ангажированные блогеры. У всего этого лишь одна цель – сначала якобы протянуть руку, а потом поманить и повернуть в нужную сторону. Грузия всегда проводит свою идеологию с ноткой понимания в начале, а потом неизменно показывает кнут и истинные намерения. И это для нас не должно быть новостью. Этому противодействовать можно только одним средством – абхазское участие в сетях, то есть на равных с ними спорить. А вот так просто их ограничить, отключить от этого пространства нереально, просто невозможно. И, конечно же, вопрос в чем? Как мне кажется, то есть это не истина последней инстанции, их больше, они более мотивированы, и они занимаются этим без конца. Нас меньше, вероятно, у нас какие-то другие цели, другие текущие проблемы, мы к этому менее серьезно относимся, поэтому нас меньше там представлено, то есть мы не поспеваем за ними.
Вот. А всем известно, что, конечно же, грузинские пользователи довольно-таки активны в сетях. Западными мигрантами под разные проекты, и, соответственно, в том числе и под такие проекты тоже. И, конечно же, да, они получают средства там, из разных западных фондов, содержат людей, которые специализируются на этой работе. Ни для кого не секрет, что социальные сети обладают огромным влиянием на формирование общественного мнения. Ведь потребляя информация не просто влияет на мировоззрение человека, а в какой-то степени формирует его. В Российской Федерации для этого существует целая служба. И она, безусловно, призвана для того, чтобы соблюдать российское национальное законодательство в сфере защиты прав потребителей, в сфере защиты прав несовершеннолетних детей. А мы, к сожалению, этого не можем себе позволить, потому что так сложилась ситуация. Услуги интернет-связи хаотично складывались, в последние годы в особенности. То есть сегодня очень нужно какое-то время, чтобы понять, кто на самом деле, помимо известных официально зарегистрированных операторов, продает в Абхазии интернет. Довольно-таки сложно. Какое-то время нужно, чтобы мы поняли, кто этим занимается. Вот пока вот этот комплекс вопросов не решишь, то, соответственно, не будет эффективного противодействия распространению, в частности, грузинской рекламы на территории Абхазии. Безусловно, закон, защищающий права граждан Абхазии на нашем информационном поле, необходим. Чрезвычайно опасно, когда мировоззрение человека формируется под влиянием или даже агрессивным давлением граждан государства, с которым мы по-прежнему находимся в состоянии войны. Эсма Голанзе, Арина Агухава, Абхазское телевидение.